Международный судебный спор. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, что не поделили казахстанцы и таджики. Подписывайтесь на обновление и точно будете в курсе всего самого интересного. Брак гражданина Казахстана с гражданкой Таджикистана распался, но дальнейшая судьба их детей, пятилетних близнецов, до сих пор неизвестна. Суд города Турсунзаде постановил, что дети останутся жить с матерью в Таджикистане. Несмотря на это, отец пытается вернуть детей в Казахстан. Суд города Турсунзаде по месту проживания Махины Азимовой 11 октября 2022 года постановил, что несовершеннолетние дети останутся жить с матерью, а их отец должен выплачивать алименты в размере третьей части от своей зарплаты до достижения ими 18-летнего возраста. На основании решения суда местом жительства детей, которые были изначально зарегистрированы в Алматы в Казахстане, определен город Турсунзаде в Таджикистане. Позже судебная коллегия Верховного суда Таджикистана оставила решение без изменений. Махина Азимова считает решение суда справедливым, но Валитов и его адвокат недовольны ходом судебного разбирательства и решением суда. Далер Курбонов, адвокат Валитова, сказал, что спор между бывшими супругами касается двух малолетних граждан Казахстана, которых вывезли в Таджикистан с места постоянного жительства в Алматы без нотариального согласия отца. Азимова не аннулировала свою регистрацию своих детей по месту жительства в Казахстане и тайно вывезла их в Таджикистан. При рассмотрении дел такой категории должно применяться законодательство страны, гражданами которой являются дети. Суд Таджикистана вместо применения норм законодательства Казахстана в своем решении применил нормы законодательства Республики Таджикистан, сообщил адвокат 27 февраля в телефонном разговоре из Душанбе. Валитов и его адвокаты 20 февраля обратились в Верховный суд Таджикистана с просьбой отменить решение суда города Турсунзаде и судебной коллегии Верховного суда. Заместитель министра внутренних дел Таджикистана Абдурахмон Мубарак-Кадамзада в письменном ответе от 13 февраля на обращение посольства Казахстана сообщил, что дело должно быть изучено и оценено Верховным судом Таджикистана. По словам Мубарак-Кадамзада, в октябре 2021 года Махина Азимова не соблюла нормы закона в Республике Казахстан в части вывоза несовершеннолетних граждан этой страны. Он добавил, что на основании декларации прав ребенка пятилетние несовершеннолетние граждане Казахстана должны быть возвращены на родину. Неизвестно, пересмотрит дело Верховный суд Таджикистана или нет. С кем останутся дети, также неизвестно. А как вы думаете, кто в этом споре прав? В Таджикистане регистрируется не так много браков с гражданами иностранных государств. В среднем ежегодно от 300 до 500 граждан Таджикистана создают семьи с иностранцами. В основном гражданами соседних стран, особенно Узбекистана. Также регистрируются браки с гражданами стран дальнего зарубежья. Не так давно в Семейный кодекс Таджикистана внесены поправки, ограничивающие брак с иностранцами. Власти утверждают, что эти поправки направлены на защиту прав таджикских женщин, предотвращение насилия и торговли людьми, а также защиту их финансовых интересов. Хотя в 2017 году Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин раскритиковал некоторые из этих пунктов. А как вы относитесь к тому, что женщинам немного пригораживают возможность выйти замуж за иностранца? Считаете ли вы это правильным? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.